Здравствуйте, ребята, с вами я, Альмира Ринатовна, и мы отрабатываем признаки параллельности прямых. На предыдущем уроке мы с вами определили, по каким признакам можно утверждать, что прямые параллельны. И говорили о том, что существует три признака. Это признак равенства внутренних накрест лежащих углов, вернее, если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Второй признак. Если сумма внутренних односторонних углов равна 180 градусов, следовательно, прямые параллельны. И если соответственные углы равны между собой, следовательно, прямые тоже параллельны. И в первых трех задачах нам нужно, используя данные признаки, доказать, что прямые А и Б у нас будут параллельными. А вот в четвертой задаче нам нужно будет найти определенные компоненты, то есть, это x, то есть добраться до этого угла и определить величину этого угла. Но все по порядку. Итак, задача первая. Очень часто при объяснении нового материала вам выкладывают сразу же задачи, которые называются задачи на готовых чертежах. То есть вам не представляют текстовый формат данной задачи, а пока для начала учат вообще применять данные свойства или, допустим, признаки. Мы поступим с вами также. Итак, первая задача. Нам нужно доказать, что прямая А параллельна Б. Мы читаем рисунок и определяем, что согласно нашим трем признакам нам достаточно выбрать один из этих признаков. И тогда уже мы можем смело утверждать, что прямые параллельны. Давайте рассмотрим с вами угол альфа и угол 180 минус альфа. Для начала мы определим, как называются данные углы при двух прямых, пока двух прямых и секущие. Мы видим, что данные прямые находятся между прямыми А и Б и находятся по одну сторону от секущей С. Следовательно, данные углы являются односторонними. То есть я запишу коротко, это односторонние, внутренние односторонние углы. И мы знаем с вами, что если сумма этих внутренних односторонних равна 180 градусам, следовательно, мы можем сделать вывод, что прямые, вернее, мы можем утверждать, что прямые А и Б параллельны. Давайте с вами посчитаем. То есть нам нужно доказать, что сумма этих углов равна 180 градусам. И что я делаю? Если один угол у меня равен альфа, а второй угол у меня равен 180 минус альфа, мне достаточно это преобразовать и посчитать. Я вижу, что в этом выражении альфа и минус альфа взаимно уничтожается, и в результате остается 180. Таким образом, я доказала, что сумма этих углов равна 180 градусам. Конечно, когда мы разбирали признаки, я вам показывала конкретные примеры. Но в примерах я указывала конкретную величину угла. И данная величина выражалась в градусах. И нам было понятно. Но очень часто задачи содержат неявную величину угла. В этом случае бояться не стоит, а применять те же самые признаки. Итак, сумма внутренних односторонних равна 180 градусам мы доказали. Следовательно, мы можем сделать вывод, что А у нас параллельно Б. И это будет ответом. Следующее задание, второе. Опять же, нам нужно доказать, что данные прямые являются параллельными. Я имею в виду прямую А и Б, понятно. Мы видим, что один угол у нас равен 60 плюс альфа, а второй угол равен 120 минус альфа. Нам нужно попробовать доказать, что А прямая и прямая Б между собой, они, вернее, параллельны. Что мы делаем? Сначала мы определяемся с тем, как называется данная пара углов. Мы с вами видим, что данная пара углов расположена внутри, то есть между прямыми А и Б, и данные углы находятся через секущую, правильно? Следовательно, данные углы являются внутренними накрест лежащими. Вас не должно смущать, что эти углы не выражены в явной градусной величине. Но тем не менее, я запишу, что угол 60 плюс альфа и угол 120 минус альфа являются внутренними, и я запишу кратко, накрест лежащими. Очень часто применяется именно вот такая вот запись, чтобы она не была громоздкая. Ну а теперь я вспоминаю признак.
Если я докажу, что эти углы между собой равны, как внутренние, вернее не как, а если они будут равны, тогда я могу говорить, что А параллельно Б. Давайте с вами попробуем посчитать. Итак, 60 плюс альфа. Еще раз я говорю, если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. Поэтому один угол у меня 60 плюс альфа, а второй угол у меня 120 минус альфа. И я говорю о том, что данные углы равны. Давайте поставим знак равенства. Проверим, может ли существовать такие углы при определенном значении альфа, что они будут равны. Решим обыкновенное уравнение. 120 перенесем в левую сторону, или лучше 60 в правую сторону, а альфа в левую сторону. Получится у нас 2 альфа. Альфа минус альфа сюда пошло плюс альфа. Альфа плюс альфа будет 2 альфа равно 120 минус 60. Так? И в результате у нас получается, что 2 альфа равно 60. А альфа отсюда будет равно 30 градусов. Давайте поставим везде градусы. Ну, а теперь я должна проверить. Если я вместо альфа подставлю 30 градусов, у меня получится 60 плюс 30. Чему будет равно? 60 плюс 30. Это равно 90. То же самое. Во второй угол, внутренний накрест лежащий, я подставляю опять же альфа. Получается 120 минус 30. Это будет тоже 90. То есть угол равный 90. У меня получается один угол равен 90 и другой угол равен 90. А теперь я вспоминаю признак. Во-первых, это внутренний накрест лежащий. Они между собой равны, даже если они равны 90 градусов. Следовательно, я могу сделать вывод. У меня прямая А параллельна Б. Конечно, я могу применить другой признак параллельности прямых, который не связан с данной темой, но я могу сказать, что если две прямые одновременно перпендикулярны одной прямой, тогда эти прямые между собой параллельны. То есть о чем я говорю? Мы понимаем, что это секущая будет являться перпендикуляром, хотя на рисунке нам это не дано, но вычисляя, мы выяснили, что данные углы равны по 90 градусов. То есть, если две прямые одновременно перпендикулярны одной прямой, правильно у нас, если будет по 90 градусов, следовательно, эти прямые между собой параллельны. И в любом случае они дают нам параллельность прямых. Следующая задача, третья. Нам нужно же опять же доказать, что данные прямые параллельны. Но в этом случае нам вообще не даются никакие величины. Нам на данном рисунке мы можем прочитать следующие данные, что ОП равно ПМ. Следовательно, треугольник ОПМ будет являться равнобедренным треугольником. Итак, треугольник ОПМ – это равнобедренный треугольник. Набедренный треугольник. Что нам дает данное определение? То есть мы выяснили, что он равнобедренный, и из этого следует, что вот этот угол ПОМ равен углу ПМО. Итак, я пишу. Так как он равнобедренный, отсюда следует, что угол ПОМ равен углу ПМО. Ну а дальше я рассуждаю. Что мне это дает? Я же в треугольнике верчусь, а мне-то нужно доказать, что А параллельно Б. Как мы видим, прямая А содержит отрезок ПМ. И нам нужно доказать, что А параллельно Б. Мы доказали, что этот угол у меня равен вот этому углу. Но обратите внимание, рисунок нам сигнализирует, что вот эти два угла между собой равны. Почему мы это увидели? Да потому что они обозначены одинаковыми дугами, одинаковым количеством дуг. Это говорит о том, что данные углы равны. То есть угол ПОМ равен углу МОЛ, я поставила. Это у меня условие. Но угол ПОМ равен углу ПМО. То есть вот этот угол равен вот этому углу. Но этот угол еще равен и этому углу. Мы записали по условию. Но обратите внимание, что я могу сделать? Какой вывод? Угол ПМО равен углу
ОЛ, правильно? И они являются внутренними накрест лежащими. Я так и пишу, и они внутренние накрест лежащие. А отсюда я могу сделать вывод, что А параллельно Б. И это будет являться доказательством. В этих трех задачах мы с вами доказали, что прямые являются, прямые между собой параллельны. Ну а теперь перейдем к заданию номер 4, в котором нам нужно определить величину угла. Это неизвестный угол МЕЦ. Я пишу, нам нужно найти величину угла МЕЦ. Начинаем рассуждать. Обратите внимание на то, что я не могу пока сказать, чему равен этот угол, потому что я могу, конечно, применить свойства параллельности прямых, но у меня в условии не записано, что прямая какая-то параллельно какой-то прямой. Поэтому для того, чтобы сначала, приблизиться к ответу на данный вопрос, мне сначала нужно доказать, что прямые А параллельно, прямая А параллельно прямой Б. Давайте с вами рассуждать. Мы видим, что вот этот угол у нас равен 70 градусов. Следовательно, начинаем продвигаться. Следовательно, вот этот угол будет равен чему? Тоже 70 градусам. Почему? Потому что данные углы вертикальные углы. Двигаюсь дальше. Теперь я разбираю, то есть вначале я разобрала вот эти две пересекающиеся прямые, меня интересовала только вот эта часть. А теперь я интересуюсь вот этими прямыми. То есть B пересекается, ну, допустим, с КМ. Я обратно же обращаю внимание на то, что этот угол равен 70. Если я все остальное закрою, у меня получится, что вот этот угол ДПК у меня равен тоже 70 градусов, как вертикальные углы. Это я доказывать не буду, потому что мы это видим. Но обратите внимание, что у нас в результате получилось. Угол ПКФ равен углу ДПК, и равен 70 градусам. А эти углы, в свою очередь, являются внутренними накрест лежащими. А если они внутренние накрест лежащие, да еще и равны между собой, я могу сделать вывод, что А параллельно Б. Итак, прямая А параллельно прямой Б. А теперь я перехожу к нашему неизвестному компоненту. И начинаю говорить о том, что угол КФЕ, если это прямая Б параллельно прямой А, то угол у меня КФЕ должен быть равен углу ФЕЦ. Итак, давайте с вами запишем это. Итак, угол КФЕ равен углу ФЕЦ. ФЕЦ это внутренние накрест лежащие углы. Следовательно, данные углы, угол ФЕЦ, следовательно, угол ФЕЦ будет равен 52 градусам. То есть я прибежала вот к этому углу, и он равен 52 градусам. Опять я доказала, я пришла к этому только потому, что я доказала, что данные прямые параллельны. Если бы я не доказала, что эти прямые параллельны, данный шаг я бы не могла бы сделать. А я его сделала на основании того, что данные прямые параллельны. То есть я применила свойства. Ну а теперь мы видим, что углы ФЕЦ и угол СЕМ это смежные углы. Угол ФЕЦ и угол у меня СЕМ это смежные углы. А мы прекрасно знаем, что сумма смежных углов равна 180 градусов. Следовательно, я могу кратко записать, что угол МЕЦ, который мне необходимо найти, МЕЦ будет равен 180 минус 52. И это дает нам 128 градусов. И это будет ответом к нашей задаче. Итак, ребят, сегодня мы разобрали несколько задач, в которых мы применили признаки параллельности прямых и доказали, что эти прямые параллельны. А во втором случае мы применили и признак параллельности прямых, доказали, что прямые параллельны, а затем мы использовали свойства. То есть если это прямые параллельны, то тогда внутренние накрест лежащие углы будут равны.
И, соответственно, все признаки мы можем читать в обратном порядке. На следующем уроке мы продолжим с вами разбирать задачи на признаки параллельности прямых. А на сегодня урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.